Неплохо. Серега, мы сейчас в прямом эфире у Уже? меня на канале, да, но пока сейчас музыка играет. Я, Музыка играет. я понял. Как в том Тутовскую можно... Тихо, 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 тихо. Сейчас еще раз музыку пущу. Не ругайся. Да я Тут у меня... про музыку говоришь, а Ибрагимов. Так, сейчас. Мы в прямом эфире, я говорю. Да я понял. Хасаран Ладонович Линховоин. Это про мать песня. Бурятская? Да. Голос характерный для бурятов, для якутов. Ну, она, видишь, положена на европейскую музыку. Вообще бурятские песни не так, конечно, поются. Ну, они вот традиционные. Это действующий певец? Не, он в 80-м году умер. Ну, они вот, их поколение, оно слабо как-то прожило. Но я думаю, что это все-таки связано с тем, что медицина... Доисторическая была. Не то чтобы доисторическая. Там есть вот его же годка очень крепкие. Но, видишь, изменение структуры питания, я считаю, к сердечно-сосудистым заболеваниям приводило. Раньше же буряты муки вообще не ели. Вот эти высококалорийные, вот этой вот, блядь, белый хлеб, этот там, супов не ели толком, короче. Ну, такие вот, знаешь, с этими, с овощами, там, со всей этой бородой, короче. То есть был бульон, да, соленый пускай был тогда. Мясной. Ну, много мяса, естественно, а когда это все сочетается еще вот с советским вот этим, со всей системой, естественно, сердечно-сосудистые заболевания, там все прочее. В этом отношении у бурят, конечно, это... Ну, сейчас. Мы, по-моему, в эфир это не пустили, на Имирадио. Имирадио.пл, дорогие друзья. Если глушат путинский режим, то слушайте нас там, на imiradio.pl. Самир залез, блядь. Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня пятница, 31 октября 2025 года. Сегодня Хэллоуин. Значит, всякое вот, говорят, в европейской традиции, там нечисть лезет, 5-10. Ну, а у нас передача сегодня посвящена бравым американским активистам из числа бурят,
которые часть из них сидят в детеншене и ожидают депортации. Сергей, вот ты как человек, который... Сколько лет ты прожил в Соединенных Штатах Америки? Расскажи немножко. Добрый день, товарищи. Ну что рассказать. Ну, в Соединенных Штатах я там жил, мне там понравилось. У меня там дети живут, и все очень хорошо. Что я могу еще сказать? Если есть Страна возможность, возможностей, в общем. да, если есть возможность туда попасть, то надо ехать и все свои возможности использовать. Мгм. Ну вот сейчас По зачитаю, крайней значит. мере, Ага. я закончу. По крайней мере, там работать, бизнес делать легче, чем в Европе. Намного. Но я более чем уверен, что страна-то все-таки поднялась именно благодаря бизнесу, Бизнесу, среднему да. классу. Очень. Бизнес Вот там любят работать. как бы я знал о том, что там хлопнули одного товарища где-то с месяц назад. Только почему-то прямого сочетания, что это вот этот персонаж, Сашка Барахоев, значит, не было. А, значит, заголосили о нем, о Сашке, как раз в тот момент, когда уже поздно было голосить, условно говоря, потому что в тот день у него должен был быть суд, который рассматривал как раз его там депортацию. Вот, в общем, сейчас там есть такая Марина Ханхалаева, она там заголосила, и все вот хорошие русские СМИ, так называемые, там «Эхо Москвы», например, значит, «Сибирь Реалии» Ходорковского, значит, важные истории, вот они, значит, заголосили с такими: иммиграционная полиция США задержала бурятского активиста, его могут депортировать в Россию, значит, ну и пишут дальше: летом в Россию депортировали активиста и дезертира. Значит, Сибирь Реалии пишет, значит, его ожидают неминуемые пытки и, возможно, смерть. Бурятскому активисту грозит депортация в России. Не, ну я понимаю, что, конечно, это такой способ дурацкий, конечно, как бы, потому что надо было об этом говорить заранее, ну, то есть, как бы, чтобы о человечке-то, собственно говоря, знали и, в общем-то, какие-то действия предпринимали, потому что, ну, я, откровенно говоря, не знал, что он является одним из основателей движения, значит, за независимость Бурятии, Тузгар, Бурят, Монголия. Я его знаю как человека, который гадил другому известному, значит, активисту нашему бурятскому, Баир режиссер такой есть. И вот он там периодически гадил, там еще что-то какие-то пакости писал. Мне пытался писать, но я его быстро сдианонил, короче. Я нажал видеозвонок, ну, тому аккаунту, который мне там пакостил. Ну и, в общем, там, видимо, он пока там какими-то приложениями другими пользовался, случайно нажал. Значит, а он кем-то другим представлялся, то ли чуть ли не кавказцем каким-то там, или еще что-то. Ну, какая-то вот такая, или Ванюшка, или я уж не помню. И я гляжу его рожу, которая судорожно тыкает по экрану, ну, пытается этот, видимо, видеосигнал-то сбросить, короче. Я там, узнав знакомые черты лица, там начал ему туда орать, что так ты же, говорю, Бурятосина, ты что там, это, ну, все, ну, что выделываешься-то, понимаешь? Ну и вот, и потом он перестал гадить, ну, видимо, потому что я его дианонил, там, по-моему, даже у меня где-то скрины с ним сохранились, его с тупой рожей. Ну и вот, а оказалось, что он не абы кто, а он целый сооснователь, значит, Тузгар, Бурят, Монголия. Переведи на русский язык. Тузгат, бурят. Ну, Бурят, Монголия, это Бурят, Монголия, а Да. Тузгар, откровенно говоря, я не знаю. Ну, дурачки, наверное, можно, давай переведем. Что дурачки из Бурят, Монголии. В общем, ну, это, знаешь, это же сильно, что и дураки за независимость, понимаешь, выступают. А грохнули кого-то, говоришь? Кого грохнули? Ну, ты говоришь, в начале своего, так сказать, выступления сказал, кого-то грохнули. Не, Сергей, ты, наверное, неправильно услышал. Хлопнули. Ну, кого это? А, вот его ты имеешь в виду? Не, я говорю, что там хлопнули больше 5. И все буряты. И ну, мы только за бурятами следим, как бы нас Ага. Ванюшки из Бурятии не интересуют. И
Там же, видишь, ситуация такая. Вот Трамп, когда к власти пришел под предлогом, значит, вот этой борьбы с нелегальной миграцией, а туда, знаешь, ну, все входит, потому что, ну, миллион американцев в год гибнет от синтетических наркотиков. То есть это прям целая мощнейшая эпидемия в Соединенных Штатах. Про нее, значит, как-то там никто об этом не говорит, но огромное число, и самое главное, что вовлечений очень много. И причем вовлекаются все слои американского сообщества. Ну и они выявили, откуда все это дело происходит. Это происходит из Венесуэлы. То есть, Ну если да, раньше, значит, вот с этих стран Латинской Америки завозился, условно кокаин. говоря, природный наркотик кокаин, значит, и какие-то природные наркотики по типу гашиша там и так далее, то сейчас синтетические наркотики в огромных количествах завозятся, ну, потому что производство очень дешевое, значит, маржа очень высокая, зависимость от этих наркотиков мощнейшая, граммовка там нужна очень низкая. И в этом отношении, конечно, люди-то просто не представляют, что в Америке, ну, поскольку там, знаешь, общество, оно такое по районам, гетто там и все прочее, что там, что в тех гетто творится, как бы, как будто бы и не творится в Америке, да, и о том, что там существует вот это вот, ну, там, кино различного рода, значит, вот эти сериалы, книги и так далее, они там глорифицируют вот эту итальянскую мафию и все прочее. Все думают, что примерно так все там устроено, что вот это какая-то мафия, это вот что-то такое, ну, знаешь, скрытное, что-то такое очень умное и так далее. А на деле там, ну, представляешь, ну, там целые районы. Вот сейчас был случай в Бразилии, да, зашли в две фавелы, там убили больше 120 человек. А это все, оказывается, члены банды. То есть ты в фавелах живешь, ты не можешь быть не членом этой Конечно. банды. Да-да-да. Там очень жесткие условия, там круговая порука и так далее. То есть такие сообщества мафиозные, да, вот эти, которые из Латинской Америки пришли в Соединенные Штаты, они очень закрытые на самом деле. Они очень, то есть, казнят внутри друг друга там и так далее. То есть там это ужаснейшая ситуация. И вот под эту чистку, естественно, попадают те, которые подались на международную защиту, потому что все эти ребята, которые были задержаны, которым, значит, назначили дату суда, это Витя Муриханов, о котором мы уже разговаривали, у него жена, ну, такая рыжеватая, так скажем, в общем, не бурятка там, они, семья там, да, значит, вот этот Сашка Барахоев, он одиночка, волк-одиночка, там какая-то у него странная биография, что он победитель олимпиад по математике республиканских, значит, что у него, он школу с золотой медалью закончил, а потом почему-то учился на физико-техническом факультете, но у него не специальность, знаешь, какая-нибудь физик там и так далее, а у него почему-то какое-то там управление, еще что-то, я вообще не знаю, надо проверить его диплом, он настоящий, вообще не настоящий, то есть, ну мало ли там, бывают странные люди там с психическими заболеваниями, с поддельными там, значит, всякими купленными дипломами и так далее, ну, выдают себя за тех, кем не являются. Потому что я вот гуглю по нему информацию, а нету информации никакой. Ну, сейчас придется агентуру мою в Бурятии подымать, короче, для того, чтобы, ну, пробили, ну, может, действительно человек такой уникум, ты понимаешь, там, скрывался, как Рэмбо, как этот, знаешь, как Джеймс Бонд там и так далее, как вот эти все. Он, на самом деле, может быть, он за, Сколько за ему лет? независимую суверенную Бурятию, там, я не знаю, шпионок, наверное. А сколько ему лет? Откровенно говоря, я Ну, так и не понял. То есть он вроде моего годка или плюс-минус там сколько-то, да, то есть 39-41. Но, откровенно говоря, я не помню, чтобы такой перец учился на ФТФ. Потому что мы на одной, условно говоря, на одном этаже находились, химический факультет, и вот этот. Я вот, откровенно говоря, такого персонажа не помню оттуда с ФТФ. Других я знаю, ребят, там, и коллег будущих, там, и так далее. А вот его что-то вообще, ну, никак. То есть настолько он, видимо, незаметный был, знаешь, ну, поэтому я что-то сомневаюсь, что, может быть, это просто какой-то левый чувак украл там документы. Знаешь, есть такое в Соединенных Штатах Америки преступление, когда воруют личность. Может, он не тот вообще, за кого кем на себя выдает. самом, кем на самом деле является, потому что, ну, никакой вообще информации нет.
Ну и потом там задержали в Чикаго Аюшу. Я не помню, какая у него фамилия, к сожалению. У него двое детей, жена там, судя по всему, безработная. И, в общем, факт такой, что их, видишь, заключают в детеншн, они там сидят. И сидят и будут сидеть до того, как, во-первых, решится вопрос по поводу депортации, там отдельно просто. Или депортация, или Нет, нет, статуса. они могут его, видишь, они могут их депортировать еще до того, как признают их там право по международной защите, потому что, ну, допустим, его задержали за какое-то вот административное правонарушение. Вот этого Сашку Барахоева задержали, я насколько понимаю, Трамп и Министерство транспорта США, они, значит, возобновили действие закона федерального, который запрещает по правам, ну, в общем, кататься между штатами. То есть обладатели убежища, ну, запроса на убежище, на международную защиту, они должны работать, ну, сидеть как бы на локале, так называемом. То есть в То том есть штате, в да, том штате, в котором они подались, то есть они не имеют права его как бы пересекать. покидать, да. И фактически, я не знаю, как это там с американским вот этим делопроизводством, там судопроизводством, как они это трактуют. Просто проступок или правонарушение, или это какая-то действительно нарушение вот такого закона, за которое могут депортнуть. Но вот того же Аюшу задержали на локале, потому что все же многие приехали и жили там в Нью-Йорке, а если у тебя там, извини меня, там жена не работающая, иждивенец, да, или несколько иждивенцев, то Нью-Йорку это дорого. Там минимум там нужно десятку иметь, чтобы... Да, больше, А наверное, десятку сейчас десятку нет, мало. потому что туда понаехало вот этого Там, наверное, нищего, значит, отребья со всего мира, которые там роняют цену на все, готовы работать за сущие копейки, жить в невозможных условиях. И в этом отношении они, конечно, вот как здесь в Варшаве тоже уронили цену. Цену ну роняют да, на на работу. работу. И благодаря только вот, ну, каким-то профсоюзам это, здесь просто ценник держится. А то так бы, если бы чисто капитализм был в той же Польше, например, ценник бы очень здорово упал. Но у нас есть несколько отраслей, значит, деятельности в Польше, в которых вот благодаря наплыву, так скажем, вот этих, значит, мигрантов, да, ценник упал за работу. То есть, если раньше там, скажем, было 200, то теперь 100. Ну, это просто невозможно. Ну, то есть, все ожидали, что будет 300, а вместо 300 стало 100, короче. Зачем платить больше, когда будут Их много, достаточное да. количество охочих, которые будет за 100 ходить, да? Ну, логика такая. Ну, вот и все бросились зарабатывать, так скажем. А те, которые сломали ценник, они, ну что, а что, ну, прикидываются дурачками там и так далее. Поэтому, естественно, что вот эти штрих-брехи, о которых вот в этих во всех книжках писались и так далее, это страшные враги рабочего класса. Да. Страшные враги, их бить надо. Натурально это и правильно, вот как в США показывали, что там эти профсоюзы объединялись и колотили не полицейских, а именно этих штрих-брехетов. Ладно, но вопрос к тому, что сейчас там в США грузы не возятся, нюхловозы все попрятались, значит, ловят вот эти бандомафиозные, значит, группировки, когда, значит, завозят вот этих из Пакистана, из Бангладеш, из Индии, понимаешь, то есть их завозят именно под то, что более богатенькие, более успешные, завозят их нелегально, то есть они не подаются на международную защиту, они также по такому же маршруту через Мексику проникают в Соединенные Штаты и нелегально находятся, не подаются ни на защиту никуда. И, конечно, страдают буряты от этого, потому что ну, кто-то зарабатывает копейку, кто-то по дурости купил в ипотеку там где-нибудь в Москве или в Подмосковье квартиру, находясь в убежище на территории Соединенных Штатов. А выплачивать-то надо копейку, понимаешь? Или Ну там да. семью оставил. Вот у меня есть, так скажем, один знакомый, который как бы сделал ребенка женщине, выехал, катается там на траке, но я не знаю, сейчас, наверное, уже не катается, ну и денежки высылает оттуда. То есть, как бы такая схема тоже рабочая, а что там? Ну, женщине удобно там, она живет в своей квартире там,
двое детей, там, значит, тут машину ей оставил и все прочее. То есть нормальная схема, ну, такого существования, конечно. С другой стороны, понятно, что легкие деньги прошли. То есть сейчас снова стали цениться, значит, обладатели грин-карт, потому что по некоторым видам грин-карт там разрешили работать на правах TLC. И в этом, ну, то есть они там сначала всем запретили, а потом гринхолдерам, так скажем, разрешили определенным типом, потому что там есть там на 3 года, до которых грин-карта дается, есть на 5 лет, есть на 10. Вот, по-моему, 5-леткам и 10-леткам разрешили. Ну, потому что грузы перестали возиться. С другой стороны, учитывая тот объем сокращений, который в США возник, вот количество тех рабочих мест, которое, значит, высвободилось после того, как вот эту систему ДА, по-моему, или как-то там отменили, ну, которую там насаживали демократы на протяжении 10 лет, да, что оказалось огромное количество рабочих мест, но американцы, видишь, вот они не стремятся на такие тяжелые работы идти. То есть, если он работает по лукбуку, 8 часов ездит, спит потом, там, ходит, значит, условия работы такие, что он спит в мотеле, а не в машине, например, и так далее. То есть, вот, ну, зарплата небольшая, но как бы их все это устраивает, американцев. А вот там-то действительно в траках и так далее, там были люди, которые вот зарабатывали в неделю 10 тысяч долларов и могли себе позволить вот такие утраты здоровья, так скажем, да. Поэтому ничего удивительного в этом нет. Ну вот, значит, сухой остаток. Поймали Муриханова, Витю, я не знаю, он налог или не налог, или работал. Ну, в общем, он дожидается на свободе суда. Вот Сашка Барахоев, напишите мне, знаете ли вы его, вообще знали там и так далее, не знаю, в личку напишите на Фейсбуке и так далее. Знаком ли вам этот персонаж? Вообще, в принципе, он тот, за кого себя выдает вообще. Он сидит в детеншене, и там вот сейчас вот куча статей повылезала, что значит там и в люди Байкала они там написали и так далее. Но я говорю, ну поздно. Надо было-то писать о нем, как когда там комитет независимости Бурятии делали, когда там что-то подписывали, там 5-10 и так далее, да? И вот он, значит, ну это как, знаешь, как это, что-то там с припарками было, да? Как эта фраза есть? Припарками не поможешь там. Да, примочками. Примочками, припарками не поможешь, короче. Ну, то есть, тут ситуация такая, что он действительно должен ожидать того, что его там убьют. Потому что вот этих всех дезертиров, вот Вовченко какой-то дезертир, значит, в Индонезию сбежал, а потом нелегально пересек границу в США, значит, ему отказали в убежище, естественно. Там еще какой-то персонаж был, Навальненок, которого из Техаса турнули с той формулировкой, что, ну, извините, но вас, конечно, будут пытать, но не убьют же. Ну, это вот, а почему так? Потому что американский судья читал какой-то международный, значит, вестник, в котором вот русские правозащитники путинские, вот они там написали о том, что да, вот это пытки и все прочее, это вот это садисты, уфсиновцы, это не система, никто их не заставлял, они, мол, где на суде-то признали, что пытались, чтобы там с корыстной, просто из личной неприязни, понимаешь? Да. Вот это вот логика. Это вот для чего правозащитники-то эти нужны? Понимаешь, чтобы вот эту пыль в глаза пускать, что мы, мол, человеки, мы, мол, люди, и поэтому к нам торгуйте с нами, а мы будем вам загонять ворованные по дешевке, да? Ну, это же нормальная схема, вот КГБ в 90-е годы, это, значит, 80-е, в 90-е годы провернул, да? Когда Западу толкнул этих мошенников, откровенно говоря, которые даже не сидели и против Советского Союза ничего не имели, но просто им дали задание, что сейчас будут бабки из Соединенных Штатов Америки, и их нужно осваивать, короче. Вот они все бросились под видом правозащиты заниматься освоением бабок. А вот в национальные регионы, ну, не хватило. Почему? Потому что
начни там развивать, например, каких-нибудь производителей, а мало ли что из них вырастет, скажут, а мы хотим независимости, суверенитет, а тут и тут и тут, а тут по недрам, а тут по этому, понимаешь? Давайте-ка отчет сделаем, напишем и так далее. Ну, то есть они уже наперед просчитали, что можно сколько угодно Западу плакаться и вот про эти всякие зверства рассказывать сталинского режима, да? А я вот, например, ну что мне эти 30-х годов, например, ну у меня прадед, например, был репрессирован. Бабка там чуть ли, его жена, чуть ли не до 42-го года таскала передачки в прокуратуру. А оказалось потом в 90-е годы, что его расстреляли со всеми разом. Хотя там был приговор якобы 10 лет лагерей, короче. Его сразу расстреляли, А но передачки передачки принимали, понимаешь, то есть потому что, у него были финансовые средства еще с царских времен. красиво. Ну, вот так вот, понимаешь. А в 30-е годы тоже же расстреляли тех, которые раскулачивали. Те, которые расстреливали людей в революцию, были же такие. И сейчас они прям жертвы репрессий. Или те НКВДшники, которые вот в первую волну репрессий занимались, этих тоже расстреляли, как Да. свидетелей. Ну, оно шло, у него вот так и шло. И при да. этом я читал такие воспоминания, что там расстреливали только тех, кто работал грязно. Ну, кто выбивал показания, понимаешь, кто вот грязно работал. А кто чисто работал, здесь там с чистосердечным признанием и все прочее, их оставляли, понимаешь? Хитрость какая. И в этом отношении, естественно, что родственнички тех вот НКВДшников и так далее, там, и так далее, они же тоже в правозащите там сейчас сидят. И они почему в 90-е годы не настаивали на иллюстрации? Именно по этой причине, потому что там бы все архивчики начали бы поднимать, и половина бы И всех всё бы, этих да, вылезло. правозащитников, так называемых, бы вылезло, прямые, так или иначе, связи с этими, со всеми структурами. И я охотно понимаю, для чего это было сделано, для того, чтобы, ну, продать просто Западу вот эту идею о том, что, значит, ну, вот, посмотрите, мы там, мол, исправляемся и так далее. Ну, к чему это привело? К тому, что вот Путин сейчас уничтожает Украину, украинский народ. До этого они вторглись в Грузию. До этого уничтожили Сирии. независимость Чечни. Сирии. Ну, Сирия, понятно, да. А вот сколько других регионов, где они там кровавая рука, так скажем, кровавая пята стояла. И поэтому, естественно, что вот... а бурят-то вообще проредили по полной программе, что называется. И до сих пор вот в этих бурятских семьях тише, тише, тише. И вот этот, как его, и Витя Муриханов там сейчас загасился вместо того, чтобы прямые эфиры вести, там, разоблачать русский мир там и так далее. Ну, потому что ему там помогает ФСБ, Фонд Свободная Бурятия. Понимаешь, название-то какое. Ну и вот. И вот, значит, Сашка вот этот Балахоев, короче. А он ездил, ну, на свой страх и риск. И его во время одной из облав поймали, короче. А у него ни документов, видимо, не оказалось при себе, ничего. Ну, то есть, ну, такой, ну, овощ. Не активист. То есть, ну, я представляю, если бы вот я катался бы, да, на свой страх и риск, ну, у меня бы был вот такой вот пакетик документов на английском языке. Я бы каждому там подвел бы этому натурализованному мексиканцу, который там сейчас в ICA работает, короче, что говорю, это не, вы меня российски профилировали, значит, и так далее, вы азиатофоб, там, значит, пятое, десятое, я тут на международной защите, там, ну, знаешь бы, шоу, цирк бы я там бы устроил 100%. Понимаешь, а этот просто ручки, видимо, поднял и залетел, и сидел пока, значит, досидел до того, что вот уже суд должен был быть на этой неделе, то ли во вторник, то ли в понедельник, ли Ну, 100%. что-то да, в этом роде. там Ну, то есть, сразу. у меня такое ощущение, что его просто вот, они шум-то подняли, вроде как, ну, такой бабский шум. Я говорю, а где пикеты? А где, почему не пикетируете офис там ICE или там, значит, Газдеп, я уж не знаю, или еще Ну да. какие-то. Ну, то есть, вот, где поддержка-то, где поддержка со стороны вот других участников, активистов, так скажем, это. Ну, и все сидят, знаешь, это вот чисто бурятовская, вот эта бурятская позиция такая, не высовываться. И работы не проводить никакой, систематической.
Ну, одно дело там по конференциям ездить, и одно дело там Халтару уговнить. Они все там банды все говнят, короче, мне. Ну, не знаю, может быть, влюблены в меня тайно, видишь, а возраст не тот. На них внимания не обращаю, короче. Ну, бывает же вот так, подгаживают женщины, ну, чисто вот так, гадское такое. Мгм. И мне с разных сторон эта информация прилетает и так далее. Ну, я до поры до времени как бы не реагирую. Но, как одному калмыку сказал, зарубку сделаем, надо сделать. Ну и вот, а как ты, Сергей, тебя тоже из США депортнули, признавайся. Нет, я сам почему? Никто меня не пустил. Ну а ты там как, на грин-карте Мне сидел или наоборот как, что у тебя там запрещен было? был выезд с территории США. Ты там совершил преступление? Нет, потому что я был, статус получал. А, Я ты документы подал на статус, и мне нельзя было выезжать из Соединенных Штатов. на международную защиту, то есть, да? Нет, не защита. Ну, Что это такое, расскажи. ну, подал документы для получения вида на жительство, грубо говоря. Это же был еще год, 90-е годы еще. Ой, ты золотые годы расцвета Америки пропустил. Да. Не, я не пропустил, я-то уехал позже, я жил там, это работало, все, ходил в суды, все там, сидел, слушал. В Чикаго я в суды ездил. Ну и что Потом потом приключилось? ничего не приключилось, мне надо было выехать на месячишко, на 2 в Соединенных Штатов. Я выехал. И все, уже заехать не смог больше. Мгм. Ну, ясно. Ну, в общем, это, короче, жар птицу за хвост не цепанул. Да, Как грубо говорится, говоря, то есть... цепанул, но отпустил. Ну, Ну вот, зря. видите, дорогие друзья, короче, что вот пример Сергея, пример других, которые вот, ну, ладно, Сергей, там, все полноты, значит, твоего этого мы не знаем, но там был один такой парняга, еще один, которого уже депортнули. Так он ручки отпустил. Ручки опустил. Ну зря, нет. Не стал бороться, Даже понимаешь? тебя, когда объявили, что тебя будут депортировать, ты можешь, А там можешь бороться. Они тебя выгоняют, они тебя не-не-не, а силой не там бьют. ICE-шники, ну, это, знаешь, это как проверка на вшивого, короче. То есть, понимаешь, они заинтересованы в том, что чтобы ты свалил, короче. И почему вот они в основном хватает вот этих необразованных, там вот это все прочее, вот эту массу, короче, там всяких работяг, которые крыши там колотят и так далее. Они же не делают облавы. Один раз сделали облаву, когда этих корейских инженеров-то переловили. Там был завод Hyundai в США. И одна какая-то баба написала, а что ты, говорит, тут это, корейцев много стало там и так далее. И те грянули с проверкой. Оказалось, что корейцы хитрили. Они не делали, значит, вот этим работягам, которые на заводе работали, не делали разрешительных документов. Не делали рабочую визу, а по безвизу те въезжали, значит, работали там до полугода, выезжали, потом ротация была, потом Ну, да. еще через год или через полгода снова заезжали корейцы, и, в общем, там хватанули, ну, и такой целый прям был, значит, некоторый кризис там, что вот это, ну, а с другой-то стороны, извините меня, вы платите деньги, там, HR и все прочее, и тогда эти разрешения там, ну, есть определенные там соглашения между государствами и так далее, то есть, которые, ну, в общем-то, позволяли корейцам делать нормально рабочие визы и так далее. Некоторые утверждают, что якобы такой тип виз очень долго оформляется и так далее. Вы знаете, ну, когда крупные компании, типа Hyundai, они могут напрямую зайти в нужные кабинеты и сказать, что нам нужно быстро сделать. И там пошевелятся и сделают. В Америке там даже взяток не надо платить, там влияние Там просто взяток так не называемое. берут, да. Просто сделают быстро, и все, и проблем не будет никаких. Поэтому даже корейцы нарушают вот эту систему, да. И с другой-то стороны, понимаешь, вот этот вот путь, который через Мексику, да, он много заехало ведь, много. Причем много нелегалов именно, которые просто там через тоннели или через забор перелезли, которые не подавались там и так далее. То есть вот эта вот жизнь в Америке, она так и немножко обесценилась для мигрантов. Что ты в любой момент, даже несмотря на депортацию, можешь снова попасть в Соединенные Штаты Америки. И там вот этих вот с Латинской Америки раз по 5 ловят, депортируют, они снова возвращаются, понимаешь? Потому что Америка это такая страна, в которой стоило прожить чуть-чуть и уже хочешь вернуться.
Да. Мало дурачков, которые не хотят вернуться в Соединенные Штаты Америки. Вот это вот так. И я вот сейчас говорю всем вот этим бурятам, говорю, вы цепляйтесь за ту возможность, которую вам дали, потому что в будущем Америка закроется, и они там не просто там, они ров пророют. Они не будут пускать просто так никого. То есть сейчас система в Америке будет очень жесткой фильтрации. И это не значит, что Трампа не изберут, и это все они бросят и так далее. Нет, это Не, институциональные вопросы, которые согласованы всеми. Да, там, конечно, кто-то выступает, что да, мы страна мигрантов, мы должны мигрантов принимать и так далее. Но они выступают из других, из гуманитарных причин, а не из экономических. А когда у тебя на носу экономический кризис, да, ну, один из, который вполне возможно американская экономика будет испытывать, то, естественно, ты должен избавиться в первую очередь от тех, кто, ну, откровенно говоря, там паразитирует. ну да. На велфере сидит, в общем, создает вот эту социальную нагрузку, создает криминальную нагрузку и так далее. И вот Трамп это такой персонаж, которому дали вот эту грязную работу, вычистить эти фавеллы, и, значит, перезапустить вот этот американский капитализм для того, чтобы снова машина начала работать. И я, кстати, посмотрел такую выкладку по поводу того, что будь у тебя $5000 значит, в 2005 году, вот ты вложился в американские акции и в европейские. И оказалось, что в американские акции тебе бы дали, вот эти 5000 превратились бы в 17 или 18 тысяч долларов через вот сейчас, через 20 лет. А вложись ты в европейские акции, это бы было 6800. Ну, то есть, все Да, понимают, да, как американская экономика работает выгодно. мощно. Она мощно работает. Очень мощно. Ну и вот какой бы ты совет дал вот этим вот активистам и неактивистам? На предмет чего совет дать? Ну вот, например, допустим, ловят тебя. Что, ручки опускать и говорить этим Не-не-не-не-не-не. АСЕшникам, ладно, я соглашаюсь на самый депорт, и вы мне $1000 сверху Не-не-не-не-не. даете. Если человек нормальный, он никогда себе этого не позволит. Он будет бороться до конца. И победит. Потому что я сколько случаев знаю. Почему и я спокойно выехал с США, думал, ничего, я все это улажу, все будет нормально. Вот. А Нет, вот смотри, вот ну какую враку, сейчас я это читаю, вот Эхо Москвы, значит, смотри, что пишет. Его нет в списке террористов и экстремистов внутри организаций, в создании которых он участвовал в списке. Комитет независимости, значит, Бурятии, Бурят, Монголия. Они написали Бурят, Монголия. И форум свободных народов пост России. Ну, Сашка Балахоев к этому при чем отношения здесь вообще форум никакого не имеет. свободных народов? Так в том-то и дело, он никакого отношения не имеет. То есть это просто тупо провокация, короче. Я не знаю, зачем Маринка это туда вставила, короче. Ну, это вот дословно они в кавычках ведут. Угу. Его подпись стоит в декларации за независимость Бурятии, где пишется, что мы осуждаем вторжение в Украину и хотим восстановления наших прав, короче. А они, дело в том, что ну, создали этот комитет независимости, короче. И я почему-то сразу подумал, что это вот такая мулька. Ну, то есть никакого отношения этот комитет к реальной деятельности нет, потому что я бы всегда настаивал, если бы такой комитет существовал, он должен был собирать денежные средства. Во-первых, оформиться быстро в качестве НКОшки, короче. Во-вторых, начать собирать денежные средства для помощи ВСУ. Да, есть там некоторые, там мы буддисты, там пипе, миме, бибе, там и так далее, да. Мы там типа на дроны не будем собирать для ВСУ. Но я говорю, ну собирайте на турникеты тогда, на медицинское оборудование и так далее, понимаешь? Да, И этот фонд, вот, ну они создали этот комитет независимости, а он ни бе, ни ме, понимаешь? вообще никакой. Ну, вообще никакой. Ну, то есть, да, там, ну, вроде как пышно провели и все прочее, короче. Но по факту, никаких связей с Госдепом не установили. Значит, потому что, ну, они же должны знать, как это все дело работает, если вот это. Ну, А да. поскольку это дело просто было пиар-акция такой своеобразной, да, что Да. вот мы там в США, ну, это действительно хорошо выглядит, да, что в Нью-Йорке буддийские ламы там с Калмыкией были, там все, в общем, освещено, ну, нормально, это такой красивый подход. Единственное, что они, конечно, тупанули, они взяли просто формат А4,
Там с одной стороны и с другой. Ну что, у вас невозможно там в Нью-Йорке найти большой лист, изготовленный по тем же технологиям, что и Декларация независимости США, такая, знаешь, плотные такие Ну бумаги, короче, которые... И там просто пригласить человека, каллиграфа, там полно художников и так далее, который бы все это красивенько оформил. И подписи там бы были не ручкой нарисованы, а чернилами проставлены, понимаешь? Чтобы это было, ну, действительно внушало определенный пиетет и так далее. Ну, то есть, это вот так на бумажке мы подписали, и она так и выглядит. Она бумажка помятая такая. Там не пойми, кто там что-то, вот эти вот советские, вот эти каракули и так далее. То есть, там должно быть понятно написано. Там. Зуртан Халтаров, там, Мерзкая карлица, там, Маринка Ханхалаева. Вот так, чтобы это можно было прочитать, понимаешь? Ну да. А в итоге, ну, смех, короче, то есть, понимаешь? Естественно, это скажут, что за эта декларация, дорогие друзья. Там. Ну, это, ну, несерьезно. То есть, это вам, может быть, кажется, что это, в общем-то, как-то красиво выглядит и так далее, или там, чтобы вы такой мощнейший шаг вперед сделали. А так, ну, американского судья вы что, хотите на кофейной гуще провести, что ли? Ну вот он скажет, ну правильно, мы же американцы боролись за независимость и суверенитет на своей территории. Ну вот мы тебя сейчас Свою территорию отправим, там будешь бороться. Именно так и будет. Но я думаю, что они, конечно, найдут быстренько деньги, потому что я думаю, что если Сашка не дурак, у него есть деньги, ну где-то в кубышке накопленные. То есть возьмет адвоката. Я думаю, что за свой счет, конечно, потому что, к сожалению, вот на Аюшу что-то собирали деньги, а так мне доложили о том, что собрали, короче, нужно было 12 тысяч долларов, но, короче, собрали 1900, что ли. Ну, кризис там во всех отраслях сейчас. Естественно, что от себя ты даже сотки долларов не можешь оторвать. А там же дело в том, что, видишь, они в Америку приезжают, и там, ну, такая хорошая жизнь, что деньги сразу начинают тратить. Я говорю, мигранты должны деньги копить. Понимаешь, экономить во всех возможностях. А если там дура жена, как это часто бывает, она же тут вдруг начинает чувствовать, что этот-то не нюхловоз какой-то, не копеечник, а сейчас стал доллар это приносить в семью, понимаешь? Она начинает тоже тратить. Вместо того, чтобы, ну, как любая женщина, ну, знаю, копейки там и так далее, понимаешь? И вот, ну, то есть, они могут жить в скромном бейсменте, условно говоря, где-нибудь в подвале, да, за $1000, или там еще какое-нибудь жилье где-нибудь обязательно, ну, какой-нибудь глуши могут жить. В принципе, если ты, чувак, работаешь там на траке там и так далее, зачем тебе в Нью-Йорке? Зачем тебе даже в Чикаго жить? Ты можешь в какой-то глуши очень дешевой жить. Понимаешь? Ну, твоя семья. Тем более, если она не работает и так далее. Ну, нет, они хотят где-то жить в городе, там, понимаешь? Глушь там относительно. Но конечно, я понимаю, что там все равно качество жизни в любой точке США гораздо более высокое, нежели чем из той дыры, из которой они приехали. Но мужик там должен решать. И вот в этом, и у них там теряется вот это. Понимаешь, мужички там ослабляются, у них там стресс, все прочее, потенция падает, короче, бабу к ногтю не могут подвести, и от нее зависит. А она им вертит, как хочет, короче. И получается, что большая часть вот этих вот семей, колбасников, оно туда даже не деньги приехало зарабатывать. Они просто, ну, живут там. Прожигают жизнь, согласен, короче, у них нет ни запасов, ничего. И когда вот экстренный случай, а там ситуация-то хитрая. Это то же самое, как с женами СВОшников. Что они все ждут, когда он там забушлакится, и они получат эти бабки и найдут себе нового самца. Да. А тут такая же ситуация. Их-то не депортнут из США. Она с ребенком же. Часто с двумя. Этого-то депортнут, ну и что? Она-то в США-то надеется остаться. Видишь? И более чем уверен, что если... Ну, Сашка вот он один, ладно, черт с ним. А вот все остальные, вот, ну, их депортнут, допустим, из Соединенных Штатов Америки. А жен нет.
Они тоже обратно поедут вместе с этими? Вот я более чем уверен, что там в Они не поедут. 99% они в США останутся, короче. И он снова, этот дурачок, через Мексику, там уже через тоннель поползет, короче, в Соединенные Штаты Америки. И вот я говорил систематически, и претензия моя вот ко всем этим псевдолибералам, которые повыезжали еще давным-давно там и так далее, вот не создали институции. За это время, с 22 года, можно было хотя бы одного-двух лоеров выучить в Соединенных Штатах Америки, своих собственных, которые бы могли пройти практику. И там до сих пор много организаций, мигрантских и так далее, которые предоставляют вот этих бесплатных лоеров, там группу целую и так далее, которые этот кейс быстро разложат, там напишут и так далее. Но надо устанавливать связи, понимаешь, нужно общаться. А что говорить, когда они с одним и тем же докладом по 5 разным конференциям гоняют и одну и ту же пургу порят? Понимаешь? Ну, а что с них требовать? Вопрос. И вот поэтому мы здесь, дорогие друзья, соратниками уже давно приняли решение о том, что мы здесь в Варшаве создаем правозащитную организацию Бурят Гурин, будем заниматься как раз адвокацией. В основу ляжет, естественно, Хельсинская декларация прав человека. Это раз. Во-вторых, будем работать, значит, над признанием этноцида, геноцида бурятского народа на протяжении всей истории оккупации бурят. И, значит, после того, как уже официально оформимся, естественно, будет еще большая часть нашей деятельности статута – это изучение, исследования, в том числе научные. Буду специально зарабатывать деньги, вкладывать в фонд для того, чтобы за свой собственный счет проводить вот эти научные именно изыскания. Нам нужно вводить в научное, в международное, значит, научное сообщество наших специалистов. То есть вас будем выкупать оттуда, тех, кто идет на этнографию, кто изучает бурятский язык и так далее. Мы будем из русского режима вас выдергивать, выкупать, давать вам стипендии здесь, в Польше. Будем обучать, так как нам надо будет, нужно. Понимаешь, нужных людей. И нужных людей вводить в ООН, в ЕС, значит, в этот ВБСЕ, значит, в ПАСЕ и так далее. Да. То есть именно через обучение, через образование. Поэтому также будем взаимодействовать по геноциду бурят в Монголии. Этот вопрос тоже нужно вводить в научное, значит, изучение, чтобы это была проблематика и так далее. Вот я все время задаю вопрос ученым из ИМБИТа, Институт монголоведения, буддологии и педагогии. Почему в Российской академии наук до сих пор нет госзадания касаемо геноцида бурят в Советском Союзе? И это не только репрессии, это еще раскулачивание. Вот мою семью несколько раз раскулачивали, понимаешь? То есть с разных концов. Были там Трубачеевы, которая все отдала. И еще до того, как колхозы появились, она просто все имущество отдала, бросила там. Понимаешь, и вынуждена была переехать в другой регион для того, чтобы... ну, там тогда так было. Бросаешь имущество, уезжаешь в другой регион, не ищут тебя. Или на север куда-нибудь. И так далее. То есть, ну, просто добровольно отказалась от всего имущества. Других раскулачивали 3 раза. А один, значит, кочевать начал. 3 года кочевал, платил. 3 года кочевал, ну, целая семья кочевал вместе с имуществом. В итоге все равно его раскулачили, все отняли. И там такая интересная история про жеребенка. Ну, не жеребенка, про конь, двухлетка. И буряты специально готовили такого коня на зиму. Ну, выращивали. Мерен, чтобы пожирнее мясо было там и так далее. И его, значит, как раз перед зимой, это у них такая общая тактика была у этих люмпинов, комбедовцев, значит. И все стадо зимой в колхоз. И нет, ну, семья голодать умрет. Ну, естественно, они ночью угнали этого, где-то на известной территории забили его, там мясо спрятали. И, значит, ночью
в тот же день, значит, целая банда залетела. Председатель колхоза и вот эти сподручные. Революционеры. И он говорит, он помнит, как вот они зашли и, значит, обследовали. Все это молча происходило. Следы искали. Ну да, то есть они искали следы крови, там, что мясо где-то спрятано именно в доме. Понимаешь? Но поскольку бурятское хозяйство, оно не было вот как это русское, в деревне, вот дом там и так далее, это этим не ограничивалось. Это огромные территории. Там вот то место, в котором они кочевали, там, значит, жили, это там порядка 60 600 гектаров в общей сложности, понимаешь? И в этом отношении я вот вчера был, ну, я на следующей неделе подготовлю как раз интервью по поводу вот конференции, в которой я участвовал. Ну, там вот был фильм, вчера я смотрел, про казахов. У них то же самое произошло, и у них степь, ты представляешь? Конечно, там массовый голод случился. В этом отношении у бурят, конечно, что мы вот именно в тех местах жили, где был лес, набитый худо-бедно да, дичи, и реки еще. Реки, пруда, там болота, озера, где была рыба. Вот это для кочевника рыбу есть, это вообще, это значит, что ты старые зубы выпали. Что ты совершенно бедный, понимаешь? И переходить на рыбу это было как... Ну, а когда есть нечего, конечно, начнешь кушать. Поэтому вот такая вот ситуация. То есть вот эту народную память и вот эти травмы мы должны исследовать. Научно вводить, популяризировать и представлять, а не так, как это Молодаева там ездит, дурочка, там, и про ЛГБТ там что-то выдумывают, каких-то там лесбиянок находят, буряток там и так далее. Их половину надо лечить в дурке, потому что они там просто, ну, сочиняют того, чего вообще в принципе не существовало и не существует, потому что традиционное общество, оно, в общем-то, к этим, ко всем персонам очень хорошо относится. Ну, это же часть жизни, как бы. Ну, были они, существовали и так далее. Только другое дело, что они там это все выковыривают и представляют, что как будто бы это в какое-то сверх там консервативное общество и так далее. Консервативное общество тут на Западе, оно возникло только в викторианскую эпоху. Это на самом деле чистый модерн. Но поскольку они неучи, и первый раз о бурятских репрессиях и вообще о геноциде бурятского народа после февраля 2022 года услышали, ну кому-то надо же вот это проговаривать. Ну, дурачков нашли, и вот они сейчас там катаются, что-то ерундой занимаются. Хотя нужно в США создавать институт, взаимодействовать с научными структурами, а там их готовы большое количество, начиная от Стэнфордского института, заканчивая там какими-нибудь совершенно левацкими. Понимаешь, это вводить все нужно. Выбивать грант, чтобы это все шло. Вот этим будем заниматься, потому что вот, ну, показано о том, что вот эти вот все фиктивные, так скажем, организации, которые там всплыли и в медиапространстве только существуют, ну вот активист, пожалуйста, сидит, ничего не могут сделать. А почему месяц назад, когда его приняли, вы не публиканили и так далее, что у вас связи с ним нету или что? Или только когда возникла угроза его депортации, только начали вонять? Согласись. Согласен. Тем более там у них так просто. Ну, а сейчас вопрос так и стоит, что его депортируют, да? Ну, не знаю, я надеюсь, что его не депортируют. Но, тем не менее, я так понимаю, что человек пакостливый. И, в общем-то, ну, пакостями занимался и так далее. Что некоторые ждут, что его депортируют. Но надо в любом случае спасать, потому что руку помощи лучше сейчас протянуть. Он, может, пакостливый, но он свой, бурятский, понимаешь? Был бы не бурятский, может быть, бы мы руку помощи и не протянули, понимаешь? Вот посмотрим. Сейчас, дорогие друзья, для радиозрителей мы поставим песню «Ижи мне», но в исполнении другого нашего известного бурятского певца Дугаржапа Дашиева. Так.
Так. А мы с вами, дорогие друзья, прощаемся. Надеюсь, что Сашка Балахоев, Витя Муриханов, они справятся, вступят в нашу партию, приведут своих жен, детей к правильным началам, к правильным основам, потому что в основе партии нашей лежит 3 тезиса. Бурятия для бурят, бурятам бурятскую власть, Бурятия от Енисея до Амура. Только так и не иначе. Вступайте в нашу партию, и мы будем за вас горой. Всем пока и до новых встреч. А тебе кто сообщил, что